Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Зарплатам приказали выйти из сумрака. В Северной Осетии начала работу комиссия по неформальной занятости. По последним подсчетам, в республике порядка 30 тысяч человек получают зарплату в конверте. По мнению специалистов, это ощутимо бьет по бюджету. Сломан музыкальный фонтан в Олимпийском парке. Повреждения сегодня утром при обходе заметил гендиректор зоны отдыха. Выяснилось, что во всем виноват КАМАЗ спецэкосервиса. Подробности выясняла Фатима Дзываева. Алания проводит первый сбор под руководством нового тренера Заура Тидеева. Молодой специалист возглавил красно-желтых на прошлой неделе. Ранее он тренировал казахстанский Атырау. Цель перед командой он ставит серьезную, ни много ни мало вернуть болельщиков на трибуны. Эти и другие темы далее подробно. Серые зарплаты остаются болевой точкой современного российского рынка труда. Огромное количество работодателей не делают отчисления в пенсионный фонд или же делают их в неполном размере. С проблемой борются во всех регионах. В Северной Осетии уже создана профильная комиссия. По словам ее руководителя, вице-премьера Азамата Хадикова, в республике порядка 30 тысяч человек получают зарплату в конверте. При том, что трудоспособного населения порядка 200 тысяч. Разнятся и два важных количественных показателя – тех, кто платит НДФЛ, и тех, кто делает отчисления в пенсионный фонд. Теоретически цифры должны быть равны. На деле же разница составляет почти 70 тысяч человек. Это ощутимо бьет по бюджету, говорят специалисты. Платить пенсионные отчисления – это не обязанность гражданина. Это обязанность работодателя. То есть человек получил свою зарплату, он с нее заплатил налог на НДФЛ. А то, что касается пенсионных отчислений, это уже платит с фонда заработной платы тот, кто ему предоставил работу. Сами предприниматели жалуются, налоговые отчисления слишком велики, особенно для малого бизнеса. В этом и кроется причина возникновения серых зарплат. Часть вины лежит и на трудящихся. Зачастую люди даже не интересуются, идут ли с их дохода отчисления в пенсионный фонд. Специалисты призывают подробнее изучать подписываемые контракты. В них обязательно должна быть указана сумма зарплаты. К сожалению, даже в тучные годы для нашей экономики, нашего бюджета, люди очень часто шли на подобные вещи, то есть они не сообщали об отсутствии трудового договора, то есть о формализации трудовых отношений. В дальнейшем при увольнении или невыплате заработной платы люди обращаются в Федеральную инспекцию труда с соответствующими заявлениями, и, к сожалению, Федеральная инспекция труда в данном случае бывает бессильна им помочь, потому что никаких документов, подтверждающих наличие факта трудовых отношений, на руках у людей не имеется. Профильные комиссии создадут во всех районах республики. Они проведут проверки на предприятиях, используют базы данных Пенсионного фонда, налоговой службы и Минздрава. Кроме того, информацию обо всех заключенных рабочих соглашениях трудовая инспекция передаст в Федеральный пенсионный фонд. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Андрей Подсвиров назначен новым управляющим Северостинским отделением Сбербанка. Сегодня его представили главе республики Теймуразу Мамсурову и премьеру Сергею Токоеву. На своем посту Подсвиров сменил Романа Романенко, который в свою очередь переведен в Ставропольское отделение. Новому управляющему 42 года. Он уже 18 лет работает в системе Сбербанка. Долгое время сотрудничал с крупными региональными клиентами. Теймураз Мамсуров подчеркнул, в республике и банку следует продолжить активную совместную работу, в частности, в области реализации программы по обеспечению жильем бюджетников. Будем ждать, когда он быстро окрепнет. На раскачку, наверное, времени не дает начальство. И у нас тут темп большой, времена тяжелые наступили. И у вас, и в целом у нас тоже. Так что буду надеяться, что все получится. Музыкальный фонтан в Олимпийском парке не продержался и года. Сегодня утром генеральный директор зоны отдыха в ходе объезда обнаружил, что конструкция повреждена. В результате небольшого расследования установили, фонтан сломал КАМАЗ спецэкосервиса. 3 дня назад машина проехала по сооружению. Веса конструкция не выдержала. Надо будет вызывать людей со Ставрополя, подрядчиков, которые строили этот фонтан, то есть чтобы они оценили этот ущерб, заказали запчасти, которые повреждены.
и они будут, скорее всего, восстанавливать это все. Напомним, фонтан запустили летом прошлого года. Городская администрация приурочила это к празднованию 230-летия Владикавказа. Поющий фонтан стал настоящим подарком для детей, гостей и всех жителей столицы. Вот только радовал он горожан недолго. Хотелось бы, конечно же, заметить, что наша администрация тоже не ведет, наверное, должное внимание, не уделяет этой парковой зоне. Поскольку здесь нет охраны, территория не убирается, потому что я ежедневно гуляю и не замечаю этого. Вот. Ну, хотелось бы призвать всех и жителей, и тех, кто начудил это, относиться с любовью к тому, что творится для нас. Сумма ущерба пока не установлена, но в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Горе-водитель находится в полицейском участке. Следствие ведется, но пока неизвестно, кто будет нести ответственность за поврежденный фонтан. Фатима Дзываева, Елена Гаглоева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Вождение в нетрезвом виде – одна из главных причин совершения ДТП в Северной Осетии. Масштабный незапланированный тест на трезвость на выходных организовали сотрудники республиканского ГИБДД. Задержанным предлагали подышать в трубочку. Одни реагировали спокойно, а другие не очень. Врачу вы согласны? Да, вот здесь направление на медосвидетельствование нужно ваше согласие. Нет, так, врач вас так не примет. Вот здесь нужно ваше согласие. То есть вы не подписываете направление? Я иду, но я без адвоката. Я не понимаю, что это. Читать не умеете? Я не понимаю, что это. Нет, читать не умеете. Рейд с участием бойцов ОМОНа проходил по всей республике. Правоохранители останавливали машины во Владикавказе и районах. Результаты неутешительны. Проведенный рейд было выявлено 20 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. 20 транспортных средств было помещено на спецавтостоянку. Борьба идет не только за трезвость за рулем, но и за соблюдение правил дорожного движения. Наряду с пьянством к трагедии на дороге приводит и превышение скорости. Так, накануне ночью в Нагире молодой человек разогнался на трассе, не справился с управлением и въехал в дерево. Его пассажир, 26-летний житель Нагира, погиб на месте. Сам шофер с переломами госпитализирован. Яна Гагиева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Проигрывание реальной ситуации из жизни с истинными проблемами общества. Технология форум театра или уличный театр придуман бразильцем Августо Буалем более 50 лет назад. Он призван подсказать жертве насилия выход из проблемной ситуации, подключая к игре зрителей. Постановка строится так, что сцена заканчивается пиком конфликта. Зритель, заменив одного из актеров, меняет ситуацию, да так, что она перестает быть опасной для жертвы. Форум театр, это не театр для профессиональных актеров. Форум театром могут заниматься все, кто хочет, кто имеет желание что-то изменить в своей жизни. Вот уже полвека технологию форум театра применяют во всем мире. На Кавказе она появилась 8 лет назад. Активисты чеченской организации «Синтем» прошли обучение на международных семинарах у мастеров уличного театра. Вся литература о методике только на английском языке. Уже несколько лет организация занимается переводом и собирает технологию по крупинкам. Теперь уже опытные тренеры проводят семинары во всех республиках Северного Кавказа. На Северном Кавказе теперь нас называют, Синтем называют Августо Буалями Северного Кавказа. Мы стали эту методику распространять. Естественно, поначалу мы ее апробировали в республике, у нас в Грозном. И после того, как мы вернулись уже к себе домой, начиная с 2005 года, мы активно используем этот метод форум театра. Педагоги, социальные работники и активисты общественных организаций на протяжении 2 дней будут обучаться оригинальной технологии, чтобы в дальнейшем применять эту методику в Северной Осетии. Ирина Дзабаева, Тома Валиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Перед началом весенней части чемпионата ПФЛ Алания начала первый сбор под руководством нового главного тренера Заура Тидеева. Его команды всегда отличались агрессивной атакующей игрой. Она была присуща и Автодору, и Фаюру. Вот и сейчас рулевой сразу принялся объяснять, как нужно забивать голы. Наша основная задача, помимо результата, еще и вернуть на трибуну людей. Потому что наш болельщик не заслуживает того, что он сегодня имеет. И я считаю, что вот эти ребята, сегодня на них возложена огромная миссия. И поэтому я думаю, что если они будут ярко и, самое главное, с сумасшедшей самоотдачей играть, то я думаю, что мы сможем добиться хорошего, правильного и, самое главное, современного футбола.
Новый наставник обладает огромным опытом и прекрасно знает возможности своих подопечных. Под его руководством многие игроки Алании начинали карьеру еще в Автодоре. Команда Тидеев строил симпатичные, вот только постоянно подводила финансирование. Не везло. Алания много времени уделяет теории, потом применяет ее на практике. Уже по первым тренировкам видно, что Заур Тидеев обладает жестким характером, необходимым в работе футбольного тренера. С ним знаком, начинал под его руководством. Ну, вы сами видели интересные очень тренировки у него. Он сам был за рубежом, что-то новое узнал. Нам пытается донести это. Очень интересно, что-то новое. Приятно работать. Футболисты от Тидеева в восторге. Появилась надежда, что слухи, ходившие в конце прошлого сезона об уходе ряда игроков, останутся всего лишь слухами. Тем более, что цель перед командой он ставит серьезную – вернуть болельщиков на трибуны. Феликс Макиев, Артем Балатаев, Заур Цеов, Осетия ТВ.